основная цель доказать, что ты родственник тому самому соседу, который умер и не оставил наследия. Через сколько поколений мы вымрем. Изучение генеалогии, причем не именно, как мы сейчас не подходим. Два случая, когда родственники приехали в город, не знаю друг о друге, поженились здесь, и потом жили. Сталинские репрессии, да, боялись знать Не, урбанизация. Ну, а чего урбанизация? Допустим, на самом деле, вот как раз этот вот прагматизм жестокий для того, чтобы бывать, он как раз повлиял в Санкт-Петербурге, остался там жить. Причем, как бы, у меня прадед его очень хорошо знал, у меня прадед тоже направили восстанавливать ну, то есть Ленинград, что ли, да? Поколение полностью. И просто нечего спросить, не у кого спросить, некому передать. У всех на жизни бывает чего-то такое, чего не хочется вспоминать. Дальше идет. Следующий этап это опрос моего бабая. Расскажи, пожалуйста, что ты помнишь? Это невероятно тяжело. Почти невозможно. Но вот этот момент надо преодолеть. И где он работал, иногда сохраняются личные дела. Есть одна тонкость. Вот все, что вот здесь вот скрыто, в принципе, да, он в партию вступил тоже очень рано, тоже в 20-е годы. Вот в это самое объединение транспорта, ТАСР. О том, как он в нее вступал. У меня есть папа-мама, у папы-мамы есть еще папа-мама. Ранее 1977 года родных братьев и сестер у этого человека нет. О чем это говорит? Он старше.